Құрметті сайғылдастар, біз yayınımызны devam etemiz. Biz beraberlikte oturganımızga көре, siz аңладыңыз, bizim stüdyamızda Musafir bulunmakta. Yayınımızın başında ayttık ki, bugün futbol günü kaydetili ve bizim stüdyamızda tamam bu spor çeşitinin böyle idmancısı ile vekili ve idmancısı da. Elbette, hürmetli dostlar. Bizim takımımız için yakın olan bir takım. Elbette onun baş idmancısı, Kızıltaş futbol takımının idmancısı Enver Бейсидометов. Селям алейкум. Как настроение, как утро началось? Утро началось неплохо, пока не доехал до Симферополя. В Симферополе пробки как бы встретили, поэтому, как всегда, в принципе, ожидаемо. Ожидаемо, да, ожидаемо. Спортсмены просыпаются так рано? Или все-таки у вас начинается утро немножко позже? Нет, ну, в любом случае, как бы спортсмены просыпаются рано, как бы у них там завтрак определенное время, как бы они там 8:30 завтракают, поэтому какие-то там водные процедуры принимают до завтрака, и поэтому как бы начинается завтрака. Там кто-то делает пробежку, кто-то просто прогулку совершает, и поэтому как бы тренировка в 14:30 начинается основная, поэтому у них... Дисциплина на первом месте, значит. Ну, обязательно, да, без дисциплины никуда, да. Как есть такая старая футбольная пословица, говорит, порядок бьет класс. Поэтому, если будет порядок в команде, то как будем брать классные команды. Кызылташ, как обстоят дела, как успехи в этом футбольном сезоне? В принципе, как бы ничего особенного как бы нет, да. Из-за этой пандемии как бы были какие-то трудности в коллективе. В каком смысле? То есть у нас были ребята, которые, когда только эта пандемия началась, у нас, ну, как бы все мы знаем прекрасно, что 2 недели сказали, что будет там паузы, потом еще продлили, как бы многие ребята остались, ну, никуда не уезжали по домам, остались здесь на базе, как бы, ну, пандемия продлилась там до 3 месяцев, именно этот локдаун, и ребята многие по домам не уезжали, и мы продолжили прошлый чемпионат 2,5 месяца. И многие ребята из-за того, что как бы пробыли очень много, захотели домой по домам поехать, и они разъехались по домам. И нам пришлось почти с самого нуля, как бы вот 7-8 позиций пришлось набирать. В принципе, да, по турнирной таблице как бы ничего не меняется, мы находимся на том же месте уже сколько лет, там делим там 5-6 место, как ну так получилось, наверное. Но вот вчера мы обыграли команду Керчь 2-1, а до этого как бы не могли обыграть команды, там вот, ну, буквально, наверное, 5-6 игр не смогли обыграть, там ничьи были, у нас как бы поражения были, как бы, ну, вот вчера такая, да, прервали серию такую неудачную, и как бы вчера победили. Психологически как-то бьет? Вот ну, поражение, например, вот к ряду, да, там 2-3 поражения, это бьет как-то психологически? Ну, обязательно, да, вот мы как бы, вчера была игра за 6 очков. И как бы психологически все ребята все это понимали. Конечно, психоэмоциональное состояние ну, ребят, как бы это очень важно. Ну, если мы где-то уступали, то уступали там или вот играли с Севастополем в ничью. Да, это один из чемпионов Крымского футбольного союза. Обыграли 2-0. И так получилось, что там череда ошибок, там, судейских, футболистов, череда ошибок допустил, что мы сыграли 2-2. Как бы там этот психологический момент, там, за 4 минуты пропустить 2 мяча, там, выигрывать всю игру и пропустить 2 мяча. После этого там были какие-то поражения, такие досадные, да, поражения, где вроде выигрывали 1-0, а в конце концов проиграли там 2-1. И то же самое вчера, наоборот, вот ребята проявили характер, они очень молодцы, как бы, по вчерашней игре, потому что мы проиграли 1-0, они забили 2 мяча, как бы 2-1 выиграли, и как бы очень достойно. И вот я думаю, что вот сейчас должно быть какой-то такой эмоциональный подъем должен быть и у ребят, и я думаю, что все еще впереди, как бы мы свое наверстаем. Еще 16 игр играть, поэтому, я думаю, все будет нормально. Но сказывается, да, все-таки то, что вот много новых ребят в команде. То есть, возможно, вот до этого мы тоже разговаривали с представителями этого вида спорта, да, и один из них говорил, что главное в команде — это сплоченность. Возможно, не успели еще сплотиться вот настолько, насколько нужно ребята. Ну, да, этот фактор очень, ну, очень важен, потому что от предыдущего чемпионата до нынешнего нового чемпионата всего прошло 10 дней. То есть обычно сборы проходят там месяц, и ну, это как раз время для того, что как бы так, ну, простым языком, там, людским, скажем, для сыгранности в коллектива. Ну, прошло 10 дней, мы за 10 дней даже не то, что там ребят многих там не нашли, а с многими познакомились, и мы только изучали их там во время чемпионата. И так получилось, что как бы где-то мы брали очки, очень удачно брали, потому что ребята приезжали, некоторые хотели доказать, показать, что они, на что они способны. И уже
как бы вглубь, когда уже, ну, чемпионата уже, середина чемпионата уже была, как вот нынешнего чемпионата, то ребята где-то там уже, да, эмоциональный спад у них пошел, некоторые вот психологически мы тоже их не изучили, поэтому как бы период маленький, познакомились только во время чемпионата, можно сказать так, вот изучили всех ребят, поэтому говорю, ну, вот это, говорю, вся эта причина, это вот эта коронавирусная. Ну, Да. да, она бьет очень сильно, да, по всем как бы видам спорта, я думаю. Но, тем не менее, есть талантливые, есть перспективные игроки. То есть в Крыму, хотелось бы поговорить об этом, потому что уровень футбола в принципе какой в Крыму, по вашему мнению? Ну, уровень Крымского футбольного союза примерно, я думаю, что второй лиги континентальной части России, как бы, ну, есть очень много достойных ребят, которые там у нас есть, это Редван Усманов, который в Севастополе играл, это не в нашей команде, он в Севастополе играл, но уехал и играет сейчас в КамАЗе Набережные Челны, он один там из лучших нападающих сейчас, на сегодняшний момент это команда, которая сейчас будет бороться за повышение в классе, то есть будет выходить в ФНЛ, это первая лига, это вторая по силе, ну, уровень чемпионата в России. Поэтому то, что касается Кызылташа, у нас там есть, как бы то, что там много ребят нас покинуло, как бы у нас было очень еще и много молодых ребят, там Тахиров Абдуришитбек, там Денис Малышев, это молодые ребята, Александр Герасимов, это молодые ребята, которые, наши крымские ребята, наши вот местные воспитанники, которые вот я, честно говоря, с самого детства со мной, потому что я занимался детской командой, это вот ребята 2001 года, 2002 года, которые находятся, ну, с нами и которым мы сейчас доверяем и даем им играть. Может быть, как раз таки в этот момент тоже, как бы, и ребята новенькие, и ребята молодые, как бы, вот это вот, ну, сейчас сказывается, как бы, ну, я говорю, уровень чемпионата у нас с каждым годом все растет и растет, как бы, и приятно то, что вот местные ребята, которые находятся, вот, которыми жизнь прожили такую, да, как бы, они сейчас прогрессируют и Пополняют ряды? Пополняют ряды, я надеюсь, что поедут и будут играть на самом высоком уровне. Ну, Будем самое главное. надеяться, конечно. Ожидаются ли какие-то игры в ближайшее время? Да, у нас сейчас получается такая ситуация, что мы в течение 10 дней, там вот сейчас сыграем еще, ну, в течение 10 дней сыграли 3 игры. Вот мы вчера сыграли игру, сейчас в воскресенье будем играть с гвардейцем, и в четверг мы заключительная игра, у нас с Севастополем выездная игра, как бы, и на этом идем на зимние каникулы. Осталось, значит, 2 игры отыграть. Хватает ли физического здоровья? Потому что мы прекрасно понимаем, есть одно дело, когда команда играет раз в неделю, и у нее есть время на подготовку. А когда вот за 10 дней 3 игры, это, как по мне, очень много. Да, это она ослабляет и с психологической, и с физической стороны. Ну, опять-таки, да, вернусь к той истории, что у нас, ну, период этой несыгранности, да, из-за этого локдауна, как бы у нас там чемпионат, предыдущий чемпионат на 3 месяца удлинился, да, то есть у нас была пауза, получается, и у нас, говорю, кратчайшие сроки, и там то, что я вам сказал, сейчас мы за 10 дней сыграли 3 игры, то есть мы предыдущие недели тоже играли, в принципе, в таком же режиме. Да, понимаем. И поэтому есть ребята, я же говорю, опять-таки молодые, которые где-то справляются, потому что они молодые, за счет у них там здоровья. Есть ребята, которые пришли более опытные, как бы вот сейчас у них там выплывают какие-то микротравмы, там еще какое-то. Ну, на сегодняшний момент, я вот честно скажу, в Кызылташе пока вот проблем, вот до той игры проблемы были. До предыдущей, до вчерашней игры, но а как бы на сегодняшний момент я не хочу ничего сглазить, как бы, ну все нормально, как бы именно в физическом состоянии все нормально. Ну, осталось 2 игры, глубины состава, главное, хватает. Да, да, ну в этом проблем никогда не было в Кызылташе, все как бы команды на слуху, как бы, и я же говорю, ну, много ребят просматривается, может где-то сделали ошибок, то, что посмотрели много, ну, ребят не взяли тех, кого нужно было взять, но глубины всегда хватает, потому что, я говорю, ну, звонки поступают до последнего момента, говорю, как бы уже вот мы сейчас сыграем 2 игры, в четверг, ну, на следующей неделе четверг заключительная игра, и я же говорю, уже 3-4 человека уже звонят, которые именно потенциально хорошие футболисты, готовы приехать на зимние сборы и проявить себя. А вот вы сказали, что будет завершаться футбольный сезон, да, вот, а потом что происходит? Бывает ли у ребят время отдохнуть как-то физически, или все же тренировки продолжаются? Да, ну, не то, что сезон заканчивается второй круг, еще и, получается, мы же играем здесь осень-весна чемпионат, да, и у нас, получается, осенняя часть чемпионата заканчивается, и все переходит на весеннюю часть. Но мы играем последнюю игру 17 декабря, и вот ровно месяц, там 15 декабря, 15 января следующего года будем собираться, как бы, и вот ребята за этот месяц, надеюсь, что отдохнут, как То бы, есть ну, месяц получится, все-таки да. будет. Да, да.
Ну, самое главное, потому что, наверное, отдых нужен каждому, в принципе, да и тренеру нужно отдохнуть от вот этих всех нагрузок, перегрузок. Мне кажется, так как нервничает на бровке человек, ну, никто не нервничает в жизни. Ну, на самом деле, да, когда ты какую-то душу вкладываешь, да, как бы, ну, в любом случае переживаешь за то, что происходит. Не только на футбольном поле, но и в быте, да, там, переживаешь, там, ребята, кто-то чихнул, это сегодня страшно, как бы. Поэтому за него переживаешь, там, что нужно, там, все сразу какие-то там тесты сдаешь. Что-то, не дай бог, там, что-то не то поел, как бы. Ну, конечно, переживаешь, там, приезжаешь, там, в столовую, там, ну, как бы объясняешься повара, там, говорят, ну, все, здорово готовим, там, не переживайте, все нормально будет. Поэтому, как бы, я говорю, если ты кладешь частичку себя, души, конечно, за эту ситуацию все переживаешь, не только на футбольном поле. Ну, На в футбольном этот поле... момент, мне кажется, проще самому туда пойти сыграть, да, чем вот стоять и наблюдать. Не, ну это так всегда было, да. Легче, там, я бы сыграл бы вот так, со стороны смотришь, я бы сыграл бы так. Вот, ну, почему он сыграл так, как бы, потом спрашиваешь, как бы, интересуешься, ну, ребята расстраиваются, есть, когда неправильное решение принимают, или когда там, ну, какой-то неположительный результат. Ну, а потом, как бы, все вроде, как бы, эмоциональный какой-то идет этот... Главное поговорить в Да, итоге. да, да. Ну, разговаривать это одна из таких тренерских черт, которая должна быть присутствовать каждому тренеру. Что вы хотели пожелать всем телезрителям в этот день футбола, Всемирный день футбола, возможно, коллегам передать поздравления? Самое главное, в это сложное время, ну, всем желаю, кто смотрит нас, кто переживает с нас, футбольным функционерам, футбольным болельщикам, болельщикам футбольного клуба «Кызылташ». Самое главное – здоровье на сегодняшний момент. Это очень очень важный момент. И приходите, болейте за «Кызылташ». Будем рады видеть, когда вот уйдет вся эта вся история, как бы будут посещать болельщики, разрешат посещать болельщикам. Приходите, смотрите, переживайте за команду. Может быть, это одна из самых таких причин, что на сегодняшний момент как бы у нас такие как бы есть неудачные игры, как бы, поэтому, может быть, это и есть причина. Чох Салонс, Евгений Анатольевич, мы желаем вам успехов, да, в ближайшие 2 матча отыграть хорошенько, так сказать, показать дух, настрой и вторую часть сезона тоже продолжить с успехом. Может, когда вот в этом году все-таки так случится, и вы избавитесь от этого вот 5-6, может, все-таки уже Да, вот, да. ну, 2, 3, 1 там, ну, вы мое пожелание поняли, Да. там дальше уже как, рассудят судьи. Да. Салон. Чох Салонс. Карла Кулер. Урмелі достар, yayınımızın devamı etemiz. 8 yarım olayatır, Nevbet'teki kısmımız sizin için.